Региональный центр цифровой трансформации при КалМГУ имени Гордовикова с прошлого года начал работу по распознаванию текстов на старокалмыцкой письменности Тодо-Бичик. На основе машинного обучения создан электронный сводный калмыцко-русский и русско-калмыцкий словарь, интерфейс для работы с синтезом и распознаванием калмыцкой речи и калмыцких текстов. Немаловажным для нас будет являться и возможность передачи этого продукта для нужд Минобразования и для нужд Государственного архива, нашего Хурула, потому что материалов на Тодо-Бичик, еще раз повторяю, огромное количество. Они все требуют момента оживления, вовлечения его в научную, повседневную жизнь. И, соответственно, с того момента, как сейчас Институт калмыцкого языка будет наращивать данные модели, мы предполагаем, что в этом году от опытной эксплуатации перейдем уже к повседневной эксплуатации, а в какой-то момент возможно даже и предоставление какого-то публичного доступа для, скажем так, третьих лиц, которые интересуются данной проблематикой. Возможно, где-то в какой-то момент времени Калмыцкий университет сможет и предложить свою технологическую, методологическую помощь, например, Монголии, которая в 2025 году собирается весь свой государственный документооборот переводить на Тодо-Бичик свой. И, соответственно, мы надеемся быть вовремя, в нужное время, в нужный час там. По словам директора Института калмыцкой филологии и востоковедения главного вуза республики Мингена Риджиева, это большая помощь для филологов. Материалы можно использовать при подготовке диссертаций. Большая работа по наполнению базы данных осуществлялась преподавателями института. Это, конечно, позволит нам, всем калмыкам, облегчить нашу работу именно в калмыцком языке. Сегодня мы оцифровали все словари калмыцкого языка, сегодня мы оцифровываем уже грамматику калмыцкого языка, и в будущем, когда мы будем проводить тотальный диктант, мы можем обхватить 10 тысяч населения, 15 тысяч населения, и мы сегодня уже делаем распознание калмыцкого текста, именно который написан от руки. То есть, если мы, допустим, тотальный диктант от руки написали, то мы можем эту программу занести, этот текст, и он уже нам определенно выдаст те, кто делал 7 ошибок, те, кто делал 10 ошибок, те 15, и дает нам определенное количество людей, от 10 тысяч условно, и нам легче будет проверять текст калмыцкого языка. То есть сегодня цифровизация идет вперед, и мы развиваем наш калмыцкий язык, и в будущем мы хотим охватить именно тотальный диктант до 10 тысяч. Если можно будет, то можем в масштабах всей страны этот диктант провести, и это облегчит нам читать. Сегодня как раз-таки благодаря нашим ребятам-программистам мы проводим такие мероприятия и делаем цифровизацию калмыцкого языка.